И снова здравствуйте. Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Коротко о главном. Итоги визита. Президент Рауль Хаджимба рассказал журналистам о результатах поездки в Москву. Вопреки непогоде, городские службы устраняют последствия урагана. Укреплять культурные связи. Пресс-конференция об участии абхазской делегации в Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Президент Рауль Хаджимба провел брифинг с участием представителей СМИ страны. Глава государства подвел итоги двухдневной поездки в Москву, в ходе которой он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Подробности в репортаже Найла Кофе. В ходе брифинга Рауль Хаджимба озвучил основные темы, о которых шла речь на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Наиболее важной глава государства назвал тему экономического сотрудничества двух стран, что включает в себя реструктуризацию или списание железнодорожного кредита, которое, по словам президента, продлится до 2030 года. Данный проект, когда-то в свое время принятый для того, чтобы реанимировать железную дорогу, закончился тем, что мы оказались в достаточно тяжелом положении, долг достаточно серьезный для Абхазии, и говорить о том, что ничего не сделано, неверно. Да, железнодорожное полотно есть, но по нему с какой скоростью ездят и по сей день после ремонта поезда, я думаю, вам всем известно. Поэтому предстоит там, конечно, достаточно еще много работ по железной дороге. Но прежде чем что-то начать, нужно хотя бы завершить выплату того долга, который висит перед нами. На встрече двух президентов поднимался вопрос докапитализации Нацбанка Абхазии, что позволит в полной мере развиваться бизнес-сфере страны, а также вопрос реконструкции аэропорта. Еще одна важная тема, которая обсуждалась на встрече глав двух государств – дофинансирование деятельности по повышению заработной платы. По предыдущим документам, которые были ранее подписаны за прошлые годы, там речь шла практически как о вливаниях единовременных. И эти вливания были направлены на повышение заработной платы на том уровне, какой он есть сегодня у нас. И если не принять соответствующих решений по продолжению этих работ, то вся нагрузка ляжет на абхазский бюджет. Это значительная сумма денег, это порядка почти 400 миллионов. Рауль Хаджимба и Владимир Путин также коснулись вопросов сотрудничества в военной сфере, создания единого оборонного контура. Чтобы создать новую структуру, необходимы усилия для обеспечения новыми техническими возможностями вооруженных сил республики. Также на встрече обсуждался ряд других важных вопросов двустороннего сотрудничества. Рауль Хаджимба выразил надежду, что взаимодействие России и Абхазии по всем направлениям будет расширяться. Расширенную версию встречи президента Рауля Хаджимба с журналистами смотрите в программе «Амшикшара Плюс» сразу после выпуска новостей. Пресс-секретарем президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба назначена Нала Авицба, выпускница Московского городского университета управления правительства Москвы по специальности «Международные отношения». С 2013 по 2015 годы Нала Авицба являлась референтом политического отдела МИД Абхазии. С 2014 по 2016 годы являлась сотрудницей Международного информационного агентства «Спутник Абхазия». Президент открыт к общению с обществом, с местными и зарубежными СМИ, и в этом число моих приоритетных задач как пресс-секретаря будет поддержание и развитие этих связей и представление позиции президента по актуальным вопросам, волнующим общество. Можно сказать, что курс главы государства и администрации на открытость будет продолжен. В связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в целях поиска необходимых мер для преодоления внутриполитических противоречий, а также сохранения конституционной стабильности в государстве, Народное собрание парламента Республики Абхазия принял постановление, в котором призывает все политические силы страны сохранять политическую выдержку, строго следовать действующему законодательству Абхазии и не выходить за рамки конституционного поля. При содействии Народного собрания парламента Республики Абхазия безотлагательно начать
политические консультации между руководством страны и лидерами политических организаций. Народному собранию парламента Республики Абхазия приступить к выработке необходимых конституционных преобразований, способствующих усилению стабильности политической системы государства. В результате урагана, который обрушился на республику в прошедшие выходные, жители столицы остались без воды и электричества. Восстановить водоснабжение и подать электричество в дома соответствующие службы обязались до конца сегодняшнего дня. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. С самого раннего утра оператор СОЭС Медея Хашб буквально не отходит от телефонов, чтобы принять все заявки. Из-за непогоды и нехватки специалистов ремонтные работы проводят в авральном режиме. На сегодняшний день, буквально до моего приема на смену, прихода на смену, было буквально 8 вызовов, 8 аварий. И плюс то, что я приняла, еще штук 10. И поэтому ситуация очень тяжелая. Рабочих мало, не успеваем. После шквального ветра и падения деревьев были повреждены линии передач. Специалисты обещают, что в ближайшие дни работы по восстановлению линий электропередач будут завершены. Падающие деревья поломали наши опоры, оборвали наши линии, что за собой потянуло неисправности в трансформаторных подстанциях, на кабельных линиях. Эти 2 суток прошедшие, вся организация работает в режиме авральном. Видите, какая погода, улучшений пока нету, каждый день идет дождь. Но тем не менее, работы проводятся. На сегодняшний день те проблемы, которые были большими, в принципе, мы их устранили. У нас сегодня, проблемы остались эти низковольтные фидеры, так называемые, которые обеспечивают уже непосредственно в домах людям идут. Сегодня с 8 часов ребята уже все разъехались по объектам, по участкам, работают, восстанавливают. Еще сегодня к вечеру думаю, что еще кое-где останется у нас там люди без электроэнергии, но это будет в очень незначительном количестве. В связи с ураганом жители столицы остались без воды. Как обещает главный инженер водоканала Мирапан Квап, в течение дня подача воды также будет восстановлена. Насосная станция номер 4, мы так ее называем, которая питает новый район, старый поселок, это вся Нагорная часть, 700-миллиметровые. Уже нашли повреждения, кабельщики работают, вот должны уже запуститься. В Келасуре я сейчас связывался с Гулирским РЭС. Они через 1,5-2 часа. К часу дня они обещают закончить свою работу. Сегодня может город ждать, что вода... Да. Министр по чрезвычайным ситуациям страны Лев Квицин отметил, что на сегодняшний день ситуация в республике стабильная, все службы находятся в повышенной готовности. В то же время министр попросил жителей без необходимости не выходить на улицу в непогоду. Со стихией бороться не так просто. Нескольких домов сорвала крыша, это было в районе кинопроката, это в новом районе. Но совместно с городскими властями мы оказали быструю оперативную помощь, подключили все силы и средства. В районе Маяка затопил один дом, там речка вышла из русла. Но, в общем, к счастью, без жертв. Выездов было только в городе около 12 выездов было. Я думаю, что мы справились. По сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям, в случае ухудшения погоды все граждане страны будут оповещены СМС-сообщениями. Рената Шакая, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Министерство экономики Абхазии и Министерство энергетики России согласовали объемы нефтепродуктов на 2017 год, освобождаемые от российской экспортной пошлины при ввозе на территории Республики Абхазия. Объем ввозимых нефтепродуктов увеличен в связи с возросшим внутренним потреблением. В перечень освобождаемых от пошлин товарам также включен битум нефтяной, который в больших объемах ввозится в Абхазию при строительстве дорог. В суммарном выражении в 2017 году Абхазия сэкономит при импорте нефтепродуктов из Российской Федерации более 270 миллионов рублей, сообщили в Министерстве экономики Абхазии.
Согласно договоренности, достигнутой в ходе недавних переговоров министра иностранных дел Абхазии Даура Кови с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве состоялись двусторонние межмидовские консультации. Абхазскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Олег Аршба. В консультациях, которые носили откровенный и деловой характер, приняли участие руководители структурных подразделений двух министерств. Рассмотрен широкий спектр вопросов. Обстоятельно обсуждались, в частности, консульские вопросы, пути активизации абхазо-российского сотрудничества на региональном уровне. Особое внимание было уделено совершенствованию внешнеполитического взаимодействия двух стран, в том числе в целях дальнейшего расширения международных позиций Республики Абхазия. Мы рассмотрели достаточно большой круг вопросов, достаточно обстоятельно обсуждали и наши консульские вопросы, и пути активизации абхазо-российского сотрудничества на региональном уровне. Особое внимание мы уделили совершенствованию внешнеполитического взаимодействия наших стран, в том числе в целях дальнейшего расширения наших международных позиций. Это не первые наши консультации. У нас, эта практика она существует уже достаточно давно. И надо отметить, что она имеет свои результаты. Первый в новом учебном году полевой выход мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа стартовал в Абхазии на полигонах Цабал и Нагвалол. В ходе полевой учебы особое внимание будет уделено огневой подготовке и освоению современных бронетранспортеров молодым пополнением военной базы. Также в ходе занятий личный состав приобретет навыки маскировки огневых позиций и оборудования полевых лагерей в горно-лесистой и равнинной местностях. Освоит азы тактической, разведывательной и инженерной подготовки. Полевой выход военнослужащих мотострелковых подразделений российской военной базы ЮВО продлится до конца декабря. Всего в мероприятиях принимают участие свыше 500 военнослужащих, а также около 90 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Делегация из Абхазии приняла участие в 5-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В рамках форума министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия и министр культуры России Владимир Мединский подписали план сотрудничества между двумя ведомствами на 2017 год, а также программы двустороннего сотрудничества на 2017-2019 годы. Об итогах поездки и ближайших планах журналистам поведала министр культуры Эльвира Арсалия на встрече в пресс-центре «Спутник». Тему продолжит Низ Фаршба. 5-й международный культурный форум в этом году был приурочен к 125-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева. В церемонии открытия приняли участие известные деятели культуры России и других стран. Абхазию на форуме представила делегация во главе с министром культуры и охраны историко-культурного наследия республики Эльвирой Арсалия. В рамках форума было очень много разных событий, ведь форум это не только деловые площадки, это лучшие события в течение года, которые проходят. В этом году темой форума были сразу несколько. Это юбилей Прокофьева, это и 25-летие образования Содружества независимых государств. Говоря о взаимодействии ведомств культуры Абхазии и России, Эльвира Арсалия подчеркнула, что работа ведется активно и по всем направлениям. Взаимодействие развивается положительно, потому что для того, чтобы подписать сейчас программу и план мероприятия, мы полгода работаем. Мы переписываемся, мы понимаем, какие запросы существуют там для зрителя, что нам вывести, что будет там интересно и что нам сюда привести. Я, как уже сказала, взаимодействие по части наследия идет очень активно. Департаменты уже напрямую друг с другом работают, и в этом плане есть большая польза. Есть план, есть программа, но необходима инициатива. Необходима инициатива деятелей культуры, учреждений культуры. Очень важно, чтобы, ссылаясь на эти программы, планы мероприятий, соглашения, были инициативы. В работе секции, посвященной проблемам современного театра, принимал участие директор Русского театра драмы Ираклий Хинтба. Он рассказал о том, что в первую очередь необходимо сделать, чтобы зритель вновь вернулся в театры. И это возвращение было не краткосрочным. Конечно, много вопросов, связанных с подготовкой артистов, работников театра в нынешних условиях, потому что, к сожалению, падает уровень
общий тех, кто выпускается из театральных вузов, имеется в виду культуры, уровень эрудиции, подготовки, может быть, какие-то элементы, в общем, выучки актерской, профессиональной присутствуют, но в целом есть вот задача наполнения в большей степени таким широким образованием тех, кто выпускается из театральных вузов. Но главное, что на этом форуме, мне кажется, было для меня полезным, это встречи с деятелями культуры России, с театральными деятелями, с руководителями театров и, главное, с театральными менеджерами. Диалог с представителями СМИ получился детальным и обстоятельным. Говорили о театральном менеджменте, о проблемах учреждений культуры и развития всей отрасли, которой необходима помощь и поддержка государства. Низ Фаршба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. И в конце выпуска, как обычно, информация о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами снег с заморозками, днем без осадков. Температура воздуха ночью -5, 0, днем 0, +5. Температура морской воды +12. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.